А, ты уже почитала? Ага, интересно вообще. История культуры, поселки, водные. Пойдем музей вначале. Какие занавесочки веселенькие. Ух ты. О, дворец. Это зал. Нефтяная вышка. Ой, как интересно. Ой, как интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жду, вы просто... Ну, да, понял. Тоже без всякого... Вот у нас пафоса. Игорь, Здравствуйте. сотрудник музея. Музей, по сути, раритет. То есть вы уже таких музеев не увидите. То есть написано плакатом пером, ручная работа. Это он, как вот 40 лет назад был создан, то есть уже компьютером здесь ничего нету. То есть вот люди писали, собирали материалы, вот фотографии делали. Водные, знаете, почему называются водные? Кто знает, и молчим, чтобы была интрига. Почему поселок Водный называется Водным? Ну, нам сказали, потому что вокруг этого поселка идет с севера, с запада, с юга и с востока река Ухта окружает. Молодцы, похвалятся, это, ну, такая, я не злобный. Да, смотрите, вот мы находимся в этой петле, вот она, наша петля. Вот, кстати, карта очень историческая, вообще карта, это, тут целый рассказ можно по этой карте. И, кстати, по моей, ну, скажем, по моей инициативе человек написал по ней в Дзене целый рассказ. То есть, да, вот мы находимся, как раз вот, в принципе, как мы стоим, вот там у нас сзади на спине это юг, мы стоим, вот там север, и вот мы находимся в такой петле. Как вы думаете, сколько километров эта петля? Предположите. Вот вы сейчас проезжали, вот ехал, может, еще чуть вот такая петля, вот где-то вот в этом месте вы проезжали. Ну, по прямой 3 километра до Водного с основной дороги, значит, 3 до 3, 6, ну и плюс повороты 9, ну 10. Ну, молодцы, да, 8, ну, близко прям, вот первый человек, который так точно обычно говорят, да, вот эта петля где-то 8 километров уходит, да, то есть такая живописная, так что приходите, летом сплавимся, тоже есть что рассказать, есть практически у нас тут, куда ни ткни, везде исторические места и везде исторические события, то есть вся это. Здесь тоже пишется, что будто бы Водный называется, потому что окружен водой. Да, действительно, по факту, вот мы сейчас где-то, вот была точка, мы сейчас находимся здесь, где-то вот тут вот массив поселка, действительно, куда ни ткни, кругом вода, и у нас, кроме того, еще реки все наши, я считаю, что чуть это наша Водницкая река, Ярига идет. Река Полуёль, Джин-Юль назывался по копе Полуёль. Река Нефть-Юль. То есть, да, то есть воды много, но называется почему? Потому что поселка Водный, как минимум, до 40-х годов вообще не существовало в документах ничего. Это был просто почтовое отделение, был водный промысел. Водный промысел, добывали воды. Вот кто не знает, как вы думаете, что за воды здесь добывали? Нет, радон это вообще другой, вот сейчас даже часто ошибка. Радон это газ. Минеральные воды, содержащие соли радия. Да, мы с вами сейчас вот стоим ногами своими одновременно на 3 месторождениях. То есть месторождение нефти, Нижнечитинское, одновременно месторождение газа, газ промышленного качества. Он по качеству выше, чем газ идет в Китай по газопроводу Сила Сибири. Там процент азота, азот это не горючий газ, процент азота в 2 раза ниже, чем по газопроводу Сила Сибири. То есть вот месторождение газа и месторождение радиоактивных вод, они никуда не делись. Ну, они, конечно, иссякли, за 25 лет промысла их истощили, но они есть, они никуда не делись. То есть вдруг найдутся технологии, вдруг найдется что-то, ну, какая-то обоснованная причина, что их опять добывать, и вполне опять может быть добывать. Вот она наша карта, кстати, карта тоже раритетная. Я на такой карте вырос. Вот у меня в детстве она висела, и вот у меня сейчас закрою глаза, я закрытыми глазами нарисую республику Коми и самые крупные реки. То есть карта начала 80-х годов. Вот идет вот Уральские горы, одни из древнейших на Земле. А вот Тиманский кряж протекает, и он еще более древний. То есть когда-то это было тектонические процессы с Землей. То есть поднималось, а потом ледник это все как бы стер. И вот как раз у нас река Ухта, она рассекает Тиманский кряж. То есть почему у нас интересно? У нас река мало в России, в Кикре, даже в Коми. То есть сплавьтесь, вы приезжаете летом в гости, сделаем сплав, река прозрачная, как будто вы, не знаю, там на Бали. Да. То есть видно каждый камушек. Даже у меня была проблема с хариусом ловить, что надо, чтобы он потянул хорошенько, а смотришь, он схватил, начинаешь дергать, а вредно. Надо дать, чтобы он заглотил его. Да, то есть видно прям, как хариус хватает твою наживку. То есть река прозрачнейшая, вода замечательная. Еще и рыбку ловит. Ух ты, речка. Плавает хариус.
Вообще прозрачная. Вот водные, кстати, чем хорошо быть на водном, что водный воду берет из реки Ухта, а вода речная, она по качеству в разы лучше артезианской. Да, вот Ухта уже после водного не берет, уже идет там артезианский, все другое прочее. По каким причинам не знаю, но предполагаю, что возможно из-за того, что ниже водного впадает река Ярига. А на реке Яриге, река Ярига, вы в курсе? Слышали о том, что бывают соленые реки? Нет. Ну вот я вот сторожил водного, я на водном вырос. Я вам достоверно отвечаю, что Честно, я даже в не знаю, 80-е, где. А где река Ярига? не менее чем в 80-е годы река Ярига была соленая. Да, представляете, то есть Нет, а где река Ярига? юг справа, Мгм. здесь вот восток, здесь запад. То есть вот она и река Ярига, практически вот она, вся петля практически приближена к реке Ухте, причем интересно, что они параллельно идут. И вот, кстати, река Ярига, она только до этого слияния. Вот это уже идет река Лунвош, а вот река Вайвош, малый и большой, вот как раз малый Вайвош идет через Доманик. Ухта, Ярига. Чуть название коренных народов. То есть, так вот, смотрите, здесь, как вы думаете, коми название где здесь? Ну, чуть, наверное. Вот правильно, чуть и то она искаженная, потому что по-русски все равно по-своему искажать. То есть вот чудью, от слова чуть, река чуди, ю, река, то одно из названий реки. Река это может быть и ю река, и ва река, это вода буквально река, и шор маленькая река, и йоль река, и вис река и так далее. Там разве, да. Остальные названия вообще коми отношения не имеют. Ярига, искаженная по-русски, должно звучать Ярьяха, Ненецкий. Яха, слышали название? Юньяга, шахта, или Харьяга, слышали это название? Да, это тоже русское скажи, должно быть Харьяха или Юньяха. Яха, то есть Яха река, песчаная река. Ухта, как вы думаете, что за название и откуда? Вуква, что дурно пахнущая вода. Ну и смотрите, в реке водится хариус, веками, тысячелетиями заходит семга. В реке водится бычок-подкабичек, это вообще краснокнижная рыбка маленькая, показатель чистоты. Какая же она дурно пахнущая? То есть, да, нефть выходит, но нефть это, слава богу, спасибо, что солнце, воздух и вода, кислород, это нефть, она там... Но мы сейчас почувствовали, мы сейчас были на 11-й скважине газовой и были на первой пробуренной скважине, и там идет запах с реки. И пятна есть. Совершенно верно, там распределяется. 11-й, вы видите, какие молодцы, вы даже номера скважин знаете. То есть 11-й, который рядом с спальником Сидорова, да? Да, мы сейчас туда Ну, какие ходили. молодцы. Мы попали на Хорошавина, на Валерия. Понятно, а как вы на него попали? Он сам пришел. Район Кутазу. Ну. Слышите такое название Угры, да, Угория? Угры это кто? Это у нас ханты, манси, венгры. Венгры, кстати, в курсе, что они с наших мест пришли, перекочевали когда-то в Венгрию, в Европу. То есть венгры, они отсюда, они из Урала. Да. Так вот, обские угры, то есть это ханты и манси. У них на обоих языках означает в одном языке окт, в другом ухкт, то есть у них там интересно, что эти согласные повторяются. Что означает? В одном языке означает перешеек между двумя реками. В другом языке означает, что Волоковая река буквально. То есть само название Ухта, оно априори уже изначально называется река Волоковая. То есть река была Волоковая, то есть что такое Волок? То есть волокли суда с одной реки на другую. А точнее даже будет с одного бассейна, то смотрите, вот здесь вот у нас, то есть вот она Печора, то есть все мы относятся, то есть река Ухта впадает в реку Ижму, Ижма впадает в реку Печоры и так далее, другие реки. То есть это бассейн реки Печоры. А здесь уже, то есть Сельферховье Ухта соединяется с рекой Шамвуковой. А там даже на самом деле Шамвук, то есть надо узнать, то ли это часть Шамвука так называется, или частич, или другой ручеек. Он вообще называется буквально в разных документах, прям называется Говнюня или Говнюга. Да, буквально. А почему? Потому что река идет по голимой трясине, невозможно не встать на берег, ни шестому оттолкнуться, нечего. То есть она идет по голимой трясине. Почему она названа Говнюга? Вот. И то есть вот здесь они сходятся на расстояние, то есть в зависимости от уровня воды. То есть когда уровень воды высокий, там более короткий волок, 4 километра. Когда уровень воды более низкий, приходится вот они расходятся, с более далекого места соединяться, до куда лодка может дойти. Там 12, то есть было 4 волока, 4 пути. И вот был волок. И то есть, а здесь уже бассейн что? То есть река Шамвука впадает в реку Вынь, или у нее на другое название Емва. Река Вынь впадает в реку Вычегду, другая наша главная река севера. Вычегда впадает в реку Северная Двина. Северная Двина это уже все, у нас пошел уже. Архангельская Да, область. Архангельск, Белое море. Далее реки Суха на юг, и там уже связь с Россией огромная. И то есть вот в этом направлении, то есть, правда, скажу честно, что Волок не был единственный, Волоков была масса, но я как бы патриот наших мест, считаю, что он был... Но действительно, я сейчас смотрю, изучаю карты, все-таки нашему Волоку большое значение. Это еще был древний путь новгородцев, когда вот они еще колонизировали. То есть
То есть двигались в обоих направлениях, как на восток, так и на запад, в обоих направлениях двигались. Тема Волоков, она более фундаментальная, более глобальная, потому что если не было бы здесь Волока, то есть эту нашу нефть, ее нашли бы, но заметно позже. Почему не все? То есть люди по реке в обоих направлениях двигались, видели вот эти необычные пятна. Кстати, вам сейчас повезло, вы увидели пятна, да? Да. Да, то есть видите, вот. То есть, а представьте, что их там 100-200 лет назад они были еще массивнее, еще, то есть река прям вот есть. У меня съемки где-то там, может, годов 30-х, там прям река вся в этих радужных пятнах. То есть выходили массивное количество. То есть она нефть, она такая не мазутистая, она как будто бензинчик вылили. Такие радужные пятна. То есть да, вот это доходило. И в конце концов в 1692 году в Европе, в Амстердаме был такой бургомистр Амстердама, если, насколько я понимаю, бургомистр, это, по сути, мэр. Да, Николас Вицин. Он был одновременно как бы географом-любителем. Вот он издал книгу «Северно-Восточная Тартария». И вот в этой книге было указано, что, ну, примерно такие слова, что в сутках от Печоры там находится река Ухта, где недалеко от Волока есть мелкое место, откуда с дна реки поднимается жирный пятна, который из себя представляет нефть. Так вот, здесь для меня ключевое слово «Волок». То есть Волок уже тогда был. То есть, разумеется, не было бы Волока, не было бы путей. Нефть мы заметно позже будем знать. В 1721 году был такой энтузиаст вместе с Григорием Черепанов, который нашел на реке Ухте нефтяной ключ. Точно неизвестно, что это было. То это было в реке, может быть, были пятна. Кстати, до сих пор вот можно погулять, приезжайте летом, весной, когда, то есть найдем выходы нефти. То есть она и сейчас уже в районе Водно выходит сквозь посередине, потому что пористая порода, которая пропускающая нефть, выходы нет. То есть он набрал эту нефть, отправил Петру Первому. Петр Первый нефтью очень заинтересовался. Нефть уже она в мире была известна. На самом деле, слышали поход из варяг греки, да? Как мы, славяне, пытались взять, когда-то пытались взять Царьград, а нас пожгли греческим огнем. То есть, так вот, греческий огонь это не что иное, как нефть. То есть нефть, она известна тысячелетиями. В Месопотамии была, нефть использовали для бальзамирования. И вот Петру Первому тоже он был такой пытливый, грамотный, интересующийся человек, он нефтью заинтересовался. Но тогда, как вы думаете, вот даже интересно, да, вот как раз Петр Первый дал указание этот нефтяной ключ освидетельствовать. И как вы думаете, какого специалиста он послал для освидетельствования ключа? Какой области? Какой Химика. профессии? Ну, близко уже тепло, а точнее... Вот, Геолог. Вполне логично, но нет, вот, очень логично, но не географа и не геолога. Геофизик. Нет, это вообще еще близко. Хотя, наверное, могло быть, уже и физика была, уже образованные были. Наверное, могло зарождаться геофизика. Предположите. Аптекаря. Вот, точно, в точку. Совершенно верно, да. Послал аптекаря. Почему? Потому что нефть в те времена использовалась для аптекарских. Кстати, недалеки были от Прада, потому что и сейчас из нефти многие знаете, нам известно аспирин и так далее. Деготь, тоже лечебное средство, ихтиол. И вообще, если подобрать, зайти в интернет, то есть это будет огромный список лекарств, которые либо напрямую из нефти, либо частично из нефти. Приезжая в Сочи, нам приписывают нафталановую ванну. Да, совершенно верно. То есть просто разумно, что любое лекарство, как Парацель сказал, что разница лишь в дозах. Любое вещество, оно и яд, и лекарство, только разница лишь в дозах. Нефть же радиоактивная? Да. Да. Совершенно верно. Радоновую ванну приписывают уже. Да. Приезжая в Совершенно Сочи, верно. можем... То есть, да, дальше как бы судьба этого следствия неизвестна, потому что, к сожалению, в 725 году Петр I умер. И все, и, в общем-то, некому было продолжать его этот интерес. Вот. И как минимум... Жена потом пошла на престол, Екатерина I. Да, потом уже в 1745 году да, Федор Придунов уже все-таки сюда прибыл и здесь организовал промысел и организовал завод. Что такое завод? То есть это был от слова «заводить дело», то есть как такового завода не было. И вот там уже говорится, что по его документам, что он делал на мелком месте. Кстати, предположительно, многие краеведы считают, что именно там и делал. То есть, скорее всего, вот где-то мелкое место, где нефть выходит. Если она 300 лет назад там выходила более интенсивно, если она сейчас выходит, то 300 лет назад она выходила более интенсивно. То есть, это точно координат неизвестно, предположение. То есть, что он сделал? Он из тяжелых бревен сделал сруб, 13 венцов, то есть сверху. То есть, есть данные, что в этот сруб еще там даже котел металлический опустил. Вокруг этого сруба сделал плотину даже. И вот, и потом просто примитивным образом эту нефть счерпывал, отправлял. Но поскольку не было двигателя внутреннего сгорания, прямого применения, то есть было тоже в Москву, в Петербург отправлял для лечебных целей, для исследовательских целей. Если очень коротко, то в конце концов разорился.
Да, потом какие-то десятилетия этот нефтяной завод гулял по рукам там от разных там наследников, и дело тоже заглохло. 60 лет почти назад. Сюда этими местами заинтересовался Михаил Константинович Сидоров. Вот у нас в Ухте, слава богу, увековечили, вот, наверное, единственный город, где есть его улица, потому что, кстати, мое мнение, что недостаточно человека увековечить. То есть был такой энтузиаст севера. Он как бы геолог-самоучка, достаточно быстро он научился осваивать, то есть вынужден был из Архангельска бежать в Красноярский край, в Таруканский, освоил геологическое дело, хотя по образованию был домашний учитель. Кстати, с Коми с нашим тоже связан, он был домашним учителем у такого промышленника Лапкина, а Лапкин зырянин. И женился потом на своей ученице, на дочке. То есть его жена была Коми, да, и дети его были Коми. Вот. Да, то есть заинтересовался нашими краями и вытянул деньги. То есть, кстати, чем он интересен? Тоже вот очень горько, очень достаточно. Самый первый пароход на нашей реке Печоре появился благодаря Сидорову, то есть на его средства. То есть вот немножко сюда вернемся обратно. Вот у нас, кстати, река Печора. Самых своих верховьях в районе Якшис. Вот здесь, видите, река Березовка там еще. То есть здесь уже это бассейн Печоры. А здесь река, то есть уже после больших приключений, вот она впадает в реку Колву. Колва, кстати, чисто коми название, довольно рыбная река означает. Вишера в реку Каму, Кама в Волгу. То есть вот смотрите, два таких гигантских бассейна, а Волга уже Каспийское море, и там другие реки соединяются. И вот уже по вот этому, здесь, разумеется, реки были ручейки, то есть он выделял средства, рабочие прокапывали целые каналы по этим речкам и протащили сюда 15-метровый пароход. То есть, в конце концов, вот уже где-то в 70-х годах 19 века у нас на реке Печоре появился первый пароход Сидорова. И как раз Сидоров, он был в первую очередь, что это, он болел за Россию, он был энтузиаст развития Северного морского пути. То есть то, что сейчас вот в нынешней жизни воплотилось, у нас мощный ледокольный ход, единственный в мире у нас самый крупный ледокольный флот. У нас уже действует Северный морской путь, мы уже спокойно до Китая, до Индии можем пройти. Вот он был энтузиастом пути. И как раз нефть ему нужна была там не для того, чтобы где-то разбогатеть, карманы свои набить, что-то еще, а именно нефть нужна была как калорийное топливо, потому что суда были паровые, топились дровами, много ли дров наберешь, да? Дрова, это, честно говоря, ну, там, если посчитаем, сколько там воды, сколько там шлаков, сколько всего, то есть дрова это, ну, недостаточно калорийный продукт, а нефть, она уже более калорийная. И вот как раз, то есть вот здесь он, правда, нету прямых данных, что он напрямую здесь был, в Ухте, но как бы он спонсировал, называется места Сидоровские избы, Сидоровская скважина, то есть он это все спонсировал, об Ухте он знал, то есть как раз вот он и пароход провел. А я не поняла, это с южных рек пароход приехал, получается, к нам? Ну, совершенно верно, да, он где-то, спасибо за вопрос, мне нужно уточнить, где там, он в разобранном виде туда пришел где-то, там вот его собрали, и уже в собранном виде, да, то есть где-то, по-моему, в районе Петербурга его собрали, то есть заказали на каком-то заводе, на какой-то верфи, да, то есть он уже где-то по железной дороге он пришел в разобранном виде, книга Королева «Россия, беспокойный гражданин». Ну, кстати, там про первый пароход, по-моему, не сильно сказано. Бассейн на Волге, на бассейн Печоры, именно здесь, 100%. Здесь было что? По сути, Коми была в какой-то степени как в кабале у чердынских купцов. То есть был такой город Чердынь, то есть сейчас это просто красивый город, интересный, рекомендую в предместе поедете. Кстати, там наш Гансберг отметился. Вот. А когда-то был центр вот этого Пермского уезда. Того, да. И вот у чердынских купцов здесь прямо в Якше были свои амбары. Практически вся торговля была мощная, все снабжение Коми было чердынских купцов, были такие купцы алиные. Да. И вот, по сути дела, там ожидался на Печоре голод, он, по сути дела, вот провоз пароход и, если не ошибаюсь, даже привез там хлеб. То есть он, грубо говоря, этим чердынским купцам сбил цену. Мы знаем, что мы когда были, мы в Якше были в марте, да, мы в этого года были, да, и нам, да, показывали, что там стояли амбары, и именно жители Якши первые, еще мы в Коми этого никто ничего не ел, они уже ели бананы. Сначала называлась именно пристань, да, то есть не деревня. Деревня Якши стала довольно поздно, в начале 20 века примерно, а с 1740-го известно как именно Якшинская пристань. И это были очень такие пользующиеся спросом торговые пути из Чердыни. Значит, шел путь по воде, был и Зимник тоже. Ну и вот по системе рек сюда сплавлялись баржи, товары, они сгружались здесь, в Якше, значит, здесь не было домов, да, были склады, амбары, около 100 штук, довольно больших. И там купцы оставляли свои товары, ждали там весны, пока будет большая вода, и можно будет все опять на баржу погрузить и отправиться вниз по течению, меняя вот зерно в основном на пушнину. Такой вот была торговля такая.
было это довольно выгодно, да. То есть это был очень хороший, у них был мощный бизнес. грубо Да, говоря. да, То да, есть, да. Как минимум в Якше прям у них были свои доверенные люди, были свои склады у этих купцов Алиных. Везде я знаю, что у Сельма там целых сдали как богов, там целые праздники устали. Это, по сути, все вот эти наши, вот даже вот сейчас коми-национальный костюм. Вот это коми-национальный, позаимствованный у Слема. То есть процентов 99, что это все пути были оттуда исчезли из России. То есть вот эти богатые ткани, парча, весь металл, там, не знаю, спички, порох, то есть все, что промышленное. Но отсюда в обратном пути развели, была вкусная печерская семга, пушнина и так далее. То есть, допустим, мех такой, который там в России нету, например, даже, не знаю, была Да, цивилизация. обменивались. Да, они там, обменивались, да. То есть у нас тут везде и соболь был, и куница, и росомаха, может, кому-то была интересна, что точно в южных краях ее нету. В конце концов он забурился. Вот как раз вот вы сейчас были где-то вот здесь, вот вы были на этой скважине. Да. Она находится на низком берегу, на нашем стороне. А разумеется, человек умный, его все казармы стояли на высоком берегу, правом, переднем. То есть вот эти места были. То есть стояли, они так и назывались, на картах числятся как Сидоровские казармы. Даже на его дверях было подписано, что латинское изречение, что в великих делах достаточно одного желания. То есть у него здесь были доверенные люди. Он даже, кстати, да, вот тоже интересные данные, что всячески, короче, он превозмогал пути, то есть скважина дала, есть данные, что дал 1000 пудов нефти, то есть умножим на 16, это 16 тысяч литров, да, то есть немного, но для научных целей. Кстати, да, он популяризировал север, его квартира была в Петербурге был у него специальный дом, где он устраивал так называемые северные ночи, то есть он популяризировал север, где вот продавал морожку, клюкву, оленина, все, то есть максимально север популяризировал, чтобы на север люди тянулись. Да, был вообще такой деятель на грани. И, кстати, да, вот именно Нехапук, вот он стал самостоятельно свою археологию, находил золотоносное месторождение. Он нашел в Десятке, было купеческое слово. То есть купцы давали слово, что, допустим, процент платят ему с этого золота. И он очень быстро заработал свой первый миллион. То есть по тем временам, это я даже не знаю, там больше, чем миллиардер, наверное, если действительно был миллион. То есть, представьте, в царские времена миллион. Это было там. И вот он на эти деньги создавал школы для коренных народов, для всяких разных, тех краев. Занимался благотворительностью. И он, по сути, вот этой даже нефтью, он чисто за свой счет, по сути, это была благотворительность. Он суда организовал, он организовал экспедиции вот по Северному морскому пути, которые там терпели крушение. Короче, не смог он выдержать вот эти все бюрократические нападки, и наша Ухтинская нефть его сгубила. Он заболел и в Германии умер от инсульта. Похоронили его в Петербурге, к сожалению, в данный момент могила утеряна Сидорова. Вот, и вот после Сидорова практически на 30-40 лет теряется тоже наш интерес именно к нефти, но, правда, в это время проходит несколько крупных экспедиций. Были такие тоже замечательные русские немцы, как Казелин, Крузенштерн. Они прошли по этим нашим рекам, в том числе прошли по нашим Волокам. Волок был не один. И они опять, другие, там их было несколько экспедиций, которые обосновали, что район перспективен. И вот с начала 19 века, то есть это года 1995 примерно, начинается опять интерес к Ухте. И вот начало 20 века это как раз характеризуется такой Ухте, реки Ухте. Характеризуется так называемая такая была нефтяная лихорадка. Нефтью интересовались, закупали участки, всевозможные даже чуть ли не балерины, там, чуть ли не там какие-то домохозяйки. То есть там списки десятков лиц, это смотришь их должность, там вообще, то есть, грубо говоря, суть какая, часть была действительно, которые хотели заниматься, но 90% были авантюристы. То есть они просто забивались в участочек, что сегодня, допустим, они за него платят там 5 рублей. А вдруг нефть через какое-то время найдут, цена резко взлетит, и они уже его продадут не за 5 рублей, а за 505 рублей, образно говоря. То есть вот такая вещь. И вот среди вот этих всех всевозможных, там, скажем, авантюристов, может, там, грубо говоря, назовем их так, было где-то от силы 4-5 фамилий, которые звучали на слуху. То есть был такой генерал Абаковский, вот, кстати, его скважина, вот если мы с вами поедем на чуть, я вам эту скважину посплачу, вот заедете на чуть, вот видна скала. Представьте, что генерал Абаковский бурил на деньги для нужд, была такая великая княгиня Мария Павловна. То есть она, вот мне нужно найти эту цепочку родословную, то есть она приходилась к дальней родственницей царской семьи. То есть даже царская семья. То есть получается, Николай II тоже знал о том, что есть Ухта, есть такая нефть. И вот он здесь тоже бурил. Было 2 скважины, к сожалению, неудачные. Вот. Был такой капитан Воронов, как раз вот на карте обозначил участки. Там, смотрите, даже давайте сюда подойдем. На реке Ухте было несколько поселочков. То есть
Был поселок Гансберга, было не менее 12 строений. Сейчас к Гансбергу придем, да, вернемся к Гансбергу. Вот на Яриге был поселок Воронова. Кстати, запомнился нехорошо. Бунты у него рабочие устраивали, скотские условия были у рабочих. Гансберг был лучше всех, честно говоря, самый человеколюбивый русский немец. И вот здесь как раз в Устье-Чути был поселок Великой княгини. Вот видите, так написано. Поселок Великой княгини Марии Павловны. Был поселочек русского товарищества нет. Как раз вот они пришли позже, когда все отсюда ушли. И вот они пробурили скважину на Чебью, которая потом, они, видимо, по какой-то причине не смогли до конца доказать. То есть как раз Чебьюское месторождение, благодаря которому вырос город Ухта потом, это тоже их, они к этому имеют отношение. Да. А вот это, видите, вот участки были, участки красным, это обозначено участки по реке Чути, участки по реке Ярига, Лунь-Вош, Войвош, это участки товарищества нефти. То есть уже в начале века здесь жизнь кипела, было несколько поселочков. Были тропы, видите, вот даже вот Александровский проспект, это, не знаю, может, в честь царя Александра, может, Александр Гансберг, то есть он шел прямо сюда через весь завод. Была тропа Клаус, это у Гансберга был такой управляющий Клаус. Даже во время революции сюда на место Водно пришел отряд белогвардейцев в количестве 200 конников. Представляете? Это такая была страшная глушь, они сюда пришли. А есть данные, что до этого сюда пришел отряд красных, и у Гансберга отняли. Но больше всех прозвучал именно Гансберг. Вот, к сожалению, тоже мне досадно, что серьезно, вот именно на государственном, муниципальном уровне он вообще нигде не увековечен. Там вот на скважину, если мы сейчас ездим с вами, эта табличка сделана за личный счет Панина Григория Николаевича, вот за его деньги и его детей. Вот эта табличка сделана, они сейчас сделали. То есть государство там, ну правда спасибо Каргалиной, когда она была мэром, она вокруг этого памятника сделала огородочку. То есть вот он был энтузиаст, вот он был действительно фанатик Ухты, там даже вот о нем так и писали. Он на Ухту пришел и более основательно. Как раз вот его семья. Здесь первая жена Маякова. Тут получается вот дочери, раз, два, три, четыре. И в 900 году у него даже родился сын, по-моему, Алексей, да, если не ошибаюсь, вот такой трогательный. Но суть какая, он Ухтой заинтересовался, жена наотрез отказалась ездить на Ухту. То есть он ушел, и у них, получается, что семья тихонько распалась. А здесь уже вышло, что на Ухте он сошелся с бизнес-партнером, француженкой Пяти, Мария Францевна Пяти. Вот можно предположить, что не точно, но предположительно, что вот она такая миловидная женщина. Кстати, по сути дела, фотография самой первой гостиницы в районе. То есть вот он был настолько гостеприимный, такой балагур, что он даже для гостей специально построил гостевой дом. Это была первая гостиница в районе, можно смело утверждать. Видите, такая красивенькая, интересная. Вот здесь можно предположить, похож на Гансберга. Ну и можно предположить, раз такая миловидная, интересная женщина, единственная, будем предположить, что это она. Хотя точно не знаем. Как раз это снято во время вот этой экспедиции. Снимал такой, был студент Вячеслав. Да. То есть, к чему это привожу такой факт, что... Сейчас я фотографии. Вот такой он был красавец. Это он то ли студенческая, то ли молодость. Русский немец. Православный, потому что достоверно известный факт, что он был крестным. Как бы крестным неправославный человек быть не может. Да. Вот. А это как раз, кстати, вот он на промысле, вот здесь тоже фотография. Смотрите, обратите внимание, вот человек стоит рядом такой чудаковатой одежды. Как вы думаете, кто такой? Ну, у него наверху какой-то знак. Во, молодцы, прям точно, прям в точку мыслите, приятно иметь дело с внимательными людьми. А одежда, да? Интересно, чудаковатая. Ну, как будто не немецкая. А знак что-то обозначает, вряд ли у немцев были такие. Венгр? Что это такое? Рыцарь? Просвети, да, надо мне на кого водить. Да? Кто это? Это лузер. Лузер. Коми национальная охотничья одежда. Да, раз уж мы к Лузерну пришли, да, смотрите, чем она интересна. Вот эти патронтажи, но это уже новодел, по сути дела, скорее всего, было. Да, могло быть. И вот патроны у меня самые настоящие, старые. Чем она интересна? Спереди сумочка, то есть, пожалуйста, подичь посякая, клади. И сзади карман. Сзади сумочка. Сзади сумочка. И вот что это интересно. Это под что, как вы думаете? Это сабля, палка. Ну, близко. Ружье. Не, ружье толстое. Близко. Топор. Да, был такой топор охотничий. То есть, вот, лузер. То есть, видите, такая, немножко такая чудаковатая, где я положил, да, сейчас. Вот. Вон она внизу. Да. То есть, человек находится с кокардой, но в лузере. И обувь такая. То есть, это как раз коми рочевые. То есть он одно другого не исключает. Он коми-охотник, коми-настоящий, изватос, рочев. В кокарде служивый человек, лесник, стоит с оружием.
То есть вот они как раз занимались отводом лесней. То есть как раз потомок из всех Рочевых, кстати, вот я считаю, что ну, водное это правоприемник Переволока, потому что Рочевы, они, конечно, переселили еще другие села тоже, в Устюхту, там еще, но там они как-то растворились. А здесь все-таки Рочевы до сих пор живут. Я с Рочевым учился, Рочевы, то есть их много, которые потомки тех Рочевых, которые жили на Переволоке. Да, то есть вот они... А это какого года фото? Ну, точно не скажу. Нет, можно предположить, это, скорее всего, фото предположительно вот этого периода. То есть был такой студент Вячеслав. То есть в 909 году была экспедиция. То есть как раз тоже суть такая, что... Почему была экспедиция? То есть в начале 20 века в Ухте был огромный интерес вообще на уровне России, страны. То есть об Ухте писали и петербургские газеты, и пермские газеты писали, архангельские. Что? То, что первая нефть? Но была надежда на то, что здесь богатое месторождение, что здесь будет второй, надежда на то, что здесь будет второй Баку. Да, то, что нефть, да, связано было с нефтью, что возможно. И вот как раз вот эта карта у нас, это была выделены средства, выделена экспедиция для поиска путей сообщения, поиска путей на реку Ухту. И вот как раз была экспедиция, которая как раз где-то предположительно, 908 год, 909, это где-то начало века, когда создали. А Гансберг, да, вот мы так широко подходим к ребятам. Кроме всего прочего, если долго о Гансберге не говорить. То есть это был самый такой прогрессивный, самый образованный предприниматель, очень действительно был промысел высокообразованный. Представляете, вот были уже Стевкар, знаем город, да? То есть это был Усесольск, это был центр Усесольского уезда Вологодской губернии. То есть, по сути, он тогда был столичный город. То есть уже тогда была такая мини-столица, центр уезда. Были древние села продвинутые, Усырьма, Ижма, это села, которым там много сотен лет, там люди. Там освещалось все керосиновыми лампами, свечами. Уже здесь, в начале, в 1908 году, была привезена 101-я электростанция Сименс. И весь промысел освещался, вот обратите внимание на фотографии, столб. То есть практически было здесь 12 зданий, каждое здание освещалось лампочкой. Да, то есть потом есть данные, что уже на следующий год здесь появился первый внутренний телефон, то есть внутри промысла все было телефонизировано. А так, если вести дальше цепочку первого, то есть у него был первый мини-заводик по производству керосина. То есть у нас как бы вот, хотя тема не раскручена, по идее можно было бы смело поставить. Потом, если еще вести тоже, правда, из серии заблуждений, я еще рассказывал, что слышали, кто знает, чьим именем назван Стевкарский аэропорт? А у него название есть? Ну, каждый аэропорт. Всем аэропортам где-то годочков 5 назад присвоили чьи-то имена. Да, у нас такая пошла цепочка. Да, абсолютно все аэропорты России. А как называется-то? Вот, И в Ухте тоже? Нет, вот про Ухту не знаю, а про Стевкар точно. Так вот, аэропорт Стевкара носит имя Петра Истомина. Так вот, предположительно, что Истомин тоже трудился у Гансберга. Ну, правда, сейчас вот человек один развещал, что как минимум 100% он трудился на наших промыслах. Это гарантированно, да, вот видите, какой красавец, вообще моряк, мужественный, высокий. Это был военный летчик, причем идейный коммунист. Он даже принял смерть вот эту. То есть люди за идею, братоубийственная война шла. Да. То есть гарантированно 100% он работал на утинских промыслах, ну и можно предположить, что он мог быть знаком Гансбергу, потому что есть книжка, где пишется, что даже Гансберг на него повлиял. Кстати, эта мостовая еще до сих пор живая, она просто ушла под землю. То есть там, если мы с вами поедем на экскурсию где-то в мае, в июне, то увидим. А у нас, кстати, в Ухте Гансберг не очень, да? Мы знаем. Вообще не звучит, вообще не звучит. Нет, не звучит. Вообще не звучит. Никогда не слышали. Да, хотя... Есть. Да, Да. хотя гигантское количество, это же кто? Это русские и немцы, они в первую очередь русские, немцы уже потом. Хотя, кстати, на немецком вот тоже вот сейчас скажу, сейчас повезет, не повезет сразу. То есть он был билингвист, он вырос, родился, видимо, мысль на немецком языке. Как минимум первое образование, он закончил рижский техникум, и там образование шло на немецком языке. То есть он даже документы писал и по-русски, и по-немецки. Но душой он был русский. То есть он действительно у него описывает, что как раз он был такой гостеприимный, балагур, гостей принимал. То есть это же надо тоже не полениться. То есть у него все останавливались, его все знают. То есть это же, надо же деньги потратить. На водном? На территории водного, да, вот подойдите сюда, давайте. Вот, кстати, вдруг среди вас найдутся продвинутые люди. Потому что я знаю, что есть какая-то программа, которая позволяет старую карту наложить на современную, и можно все это воспроизвести. То есть вот она, старая карта, вот вы сейчас сделаете крупный кадр, вот они все ее строения точно зафиксированы. То есть это была серьезная экспедиция путей сообщения, то есть были серьезные инженеры. Вдруг среди ваших знакомых есть продвинутые люди, которые смогут старую карту наложить на спутниковый снимок, и мы прям пройдем и поставим колышки, где что было. Архангельская и Вологодская губерния. И в этом была большая путаница. То есть Архангельская на это место дает разрешение от себя,
Вологодская дает за себя, предприниматели приходят, и у них одно и то же место двинуло, и между собой они, грубо говоря, толкаются локтями. Каждый пытается доказать, что это его. И в конце концов, что сделали? Сделали границу по реке Ухта. То есть, получается, вот она у нас течет по этому направлению, она течет с запада на восток, то есть, соответственно, сверху запада, сверху север, снизу юг. То есть, вот это все у нас в Архангельской губернии, то есть, вот мы сейчас находимся на левом берегу, мы сейчас находимся в Архангельской губернии, а противоположная сторона, это все Вологодская губерния. Да, так что вот такой интересный факт. Поэтому, кстати, Вологодская губерния, губернатор Вологодский имел большой интерес. Есть даже данные, что у него здесь были участки, поставленные на постоянных лиц. И, кстати, вот он молодец, ему спасибо, Хвостов такой был. В 1910 году он первый за счет Вологодского земства сюда была прорублена первая просека. И даже разрешили построить 4 избы. То есть это уже было что-то, уже по просеке можно было, ну это была не шоссейная дорога, но это уже было что-то. Это было за счет Вологодского земства. То есть с Ухтой были связаны большие надежды. То есть предполагалось, что надежды были связаны, что здесь будет много нефти. Вначале же железная дорога появилась, потом уже дорога автомобильная. Нет, что вы. Железная дорога это уже спасибо ГУЛАГу и Отечественной войне. То есть, да, сюда первая экспедиция пришла, никаких дорог не было. То есть по воде, водная была. Они пришли по воде, автомобильная даже толком, вот мне интересно было узнать, когда грунтовая появилась. Железная, она уже у нас, если не ошибаюсь, 40-й год. Кстати, вы знаете интересный факт, что самый первый год этой дороги, первый паровоз проехал по льду реки Печора. То есть еще моста не было, то есть инженеры рассчитали, сложили насыпь, гать, заморозили бревна, и паровоз, состав угля прошел прям по льду. Представляете? Вот рекомендую всем посетить, будете в Печоре, сходите в Краеведческий музей. Богатый музей, интересный город, кстати. Так что, да, нет, дорога появилась уже, то есть вот они, она перед войной успела появиться, да, дороги никакой не было. Город Ухта у нас в 43 году появился, да, это вот с этим интересно, когда дали. Да, Усыльмский район. Усыльмский тоже был изначально русскоязычный Архангельский район. Ну, в принципе, вот я считаю, что сейчас хорошо, все равно, что мне кажется, для них лучше, потому что у них там дороги никакой как не было, так и нету. А сейчас, благодаря нашей дороге, кстати, знаете, кто дорогу построил на Ижму-Усыльму? Туманов. Слышали такое имя? Есть человек, который Владимир Высоцкий называл своим другом. Есть человек, которого Высоцкий называл своим настоящим другом, это был Вадим Туманов. Бывший ЗК, бывший золотопромышленник. И вот как раз он на Скоме отметился, он нас добывал золото, ему не дали, его загасили, не дали, вот как раз было начало перестройки. И дорогу Ухта, Ижма построил Туманов. Тоже, к сожалению, имя замало, он недавно буквально умер там где-то каких-то силы месяца 2 назад. А золото где хотели добывать? А золото добывали, до сих пор лапу на нас тянут. Золото у нас есть, много золота. У нас парк Юга-2. Езжайте в парк Юга-2, увидите лунные пейзажи. Рекомендую, найдите книгу Туманова «Начать сначала». Все потерять, начать сначала. Интересно он описывает. И, кстати, ролики. Там даже то, что для добычи золота, представляете, что пошло? Нужно было поменять русло Кожима. А Кожима ЧК может. То есть они сделали что? Они бросили один бульдозер в воду. Потом еще бросили. Где-то 6 бульдозеров утопили, набросали, и тогда сумели поменять русло. Вот они освободили золотоносный участок. То есть даже такой факт интересный. И вообще, личность, снят фильм фартовый, мне кажется, фильм бездарнейший. Вот там действительно личность глобальная, личность Туманова мощнейшая. За пафос, вот реально восходящая звезда, я думаю, через какое-то время Егор фамилия Поведичников. Вот я думаю, мы через какое-то время увидим его книги, увидим его статьи. То есть человек настолько плотно и вдумчиво, потому что даже по посетителю видно, находится рядом с тобой не глубокий человек, а человек вдумчивый. То есть даже потому, что человек задает вопросы, видно, что человек в теме. А где-то учится, да? В школе 18 стоит. Я сегодня не стал это. 10. Здесь вообще у нас про Ухту масса фактов. Вы слышали вообще про оленно-лыжные батальоны? Олени? Оленно-лыжные батальоны. Ну, олени от слова. Да, слово олени. Оленно-лыжные батальоны. Ну, помогали в войну. Нет? Конечно, Про них? Они просто помогали, они решающую роль играли. Ну, потому что дорог не было, ничего не было, все на оленях. Ну, а вообще слышали, да? Да. Так вот, наш водный имеет прямое отношение к этому. Потому что здесь во времена войны, до войны, то есть во время, точнее, коллективизации, когда колхоза, у нас в верховьях Ухты, Тобусе было северное оленеводство. Вот эти виженцы, наши Рочевы, у них были свои стада, они были оленеводами. Мы знакомы с у нас Алексей Рочев. Вот их 2 брата остался, Алексей, по-моему. Отец его, Яков, служил каюром на Отечественной войне. То есть призывали не просто людей, а призывали именно с упряжками. То есть они со своим утварью, с оленями. Они собирались, центром была Усть-Ухта, таким было мощным селом, имело значение, потому что у нас Чибью это было так, по сути, зона и там все прочее.
Вот, они собирались, начинали с Устюхты много пошло экипажей. Далее они двигались на Ижму, с Ижмы своим ходом, ну, в Архангельске уже их грузили в поезда, и поезды везли на Мурманск. И в Мурманске они играли, то есть что такое в войне? Дорог ничего нету, армию нужно снабжать, без питания воины умрут, без боеприпасов умрут, раненые на полях где-то там в этих старосах, они просто позамерзнут. И вот они, да, они доставляли грузы, доставляли питание, доставляли, вплоть до того, что даже самолеты, которые в тундре просто садились, например, без топлива, например, заправляли потом по 15, по 20 опряжек оленей и под самолеты с тундры вытаскивали. То есть играли гигантскую роль. Причем, как вы думаете, да, какое преимущество было, кроме того, что олени, кроме того, что они, ну скажем, вездеходы? Мясо, молоко? Вот нет, их, кстати, нельзя было. Не дай бог оленя убьешь, то будет это прицельность военной техники. Какой-то лошадь, не дай бог убьешь, тебя посадят на очень большие годы, как за вредителя танка. То есть они уже были стратегическими. Подведем вас к мысли. Допустим, тягач танк, его нужно заправлять солярой, правильно? Нужно обеспечение. Оленя. Олень он еду себе находит сам. Да, то есть как раз там ягель, то есть олени, то есть не нужно было снабжать, не нужно было кормить. Они сами себе находили еду. Да. И в этом плане у них было гигантское преимущество. Они проходили там, где не проходила никакая техника. Как вы думаете, что это такое? На букву К. Девушки такие скромные, вообще даже не пытаются. У меня детсадные детки поактивнее. Давайте вы что-то. Кстати, какого возраста ребятки? 12, да? 12 лет, да? Предполагаем, что это такое и откуда. И, кстати, да, его даже вот у нас разница. Шкурки, оленя. Нет. Вот это олень, так, кстати, запомните слово. Канус. Это, нет у меня фотографии, надо будет, да, форум мне сделать, вот уже, как раз нужны. На ногах растет, то есть так вот, смотрите, вот мех, вот он, лосиный мех, можете потрогать, не бойтесь. Он, видите, такой бурый, интересный. И, кстати, чем особенность, как минимум, кто такой лось? Это родной брат оленя. То есть, в принципе, это тот же самый олень, только, как бы, ну, другая генетика, другое название. Чем особенность их меха? Мех трубчатый, то есть внутри пустой. И поэтому он очень термоизолирующий, то есть буквально на нем можно лезть, как на пенопласт, и не замерзнешь. Вот, то есть по телу идет вот такой мех. На ногах уже растет вот такой камус. И, какое его использование? Чем он интересен? Потрогайте, да, не бойтесь, потрогайте, да. Ну, взрослые, давайте детям дадим это. Они не знают, Мы взрослые 100%. молчим, вы это хорошо, вам везет, потрогайте, не бойтесь, не боитесь. Ладно. Вот, это уже я тоже наводил, ну вот, тоже не себя купить. То есть вот это, называется камусные лыжи. То есть в чем особенность? В горку он идет, вот они по камусу проскальзывают, а соскальзывает, что происходит? Сопротивляется, сопротивление. И лыжи обратно не идут. Да, лыжи обратно не идут. То есть охотник вполне может без палок, то есть, как правило, ходят без палок охотники, без палок подняться. Но это уже наводил, а я как бы, ну, питаю надежду, что мне повезет, найду более современные. То есть современные, они, там камус уже заворачивают вот сюда, прям они делаются из липы, более мягкой, то есть вот такие белые, допустим, да, вот, то есть вот. Вот в Ухтинском музее лежат наши рощи. Кстати, сравните разницу, по шкурочке потрогайте. Кстати, чем особенность лося? Еще раз скажу вам такой интересный факт. В связи с тем, что лось-то настолько сильный, представьте, то есть снега у нас в лесу и по пояс, и по грудь, и представьте, он всю зиму лазит. Он лазит по кустам, по всему. То есть шкура у него невероятно крепкая. Насколько я знаю, что на Западе, вот если считается, что если человек в лосиных ботинках, это все миллиардер. То есть кожа лосина одна из самых-самых крепких. И, предположим, да. Потрогайте, какая мягкая, интересная. Норка, белка. Ну, чуть-чуть ближе, давайте дети подбирают. Представьте, 100 лет назад уже будет, да, почти 100 лет назад, был такой опыт по акклиматизации. Из Америки завезли такого зверька андатра, который близкий родственник зверька нутрия, то есть Южной Америки нутрия, дикий зверь. И она у нас прижилась, то есть это было в российских регионах, точно не вспомню где, по-моему, Воронежский заповедник завели. Она сейчас поселилась и, кстати, у нас живет. Но, правда, такой нюанс, у нас появился другой американский зверь. Вот еще во времена моего детства американскую норку вообще не было слышно, я читал только о ней в книжках. А сейчас у нас американская, я сам видел на рыбалке в Усинске американскую норку. Там, где появляется норка, андатор исчезает. Норка ее съедает. То есть, ну, я андатор уже не видел давно-давно, но, правда, где-то повезло. То есть, вот она такая. Чем особенно, что она ведет полуводный образ жизни. То есть, у нее такой подпушек, она когда ныряет в воду, то есть, он не пропускает, термоизоляция, он не пропускает воду к телу. То есть, она вполне может несколько минут находиться под водой.
полуводный образ жизни, это что? То есть дышит она легкими, живет там на суше, конечно, но под водой находится возможность коренья, кормовую базу. То есть там, где берега плохие, она строит хатки андаторовые на озерах, например, на болотах. А вот у нас на реке берега твердые, она делает норы андаторовые. Грызун. Взрослый молчим, пускай дети под номер 1. Пытаемся. Мы сами не знаем. Вот, давайте, нет, потом тогда. А какая роль пороха? Возгорается огонь, образуются газы. И вот он находится в стволе, то есть эти газы выталкивают. Да, для того, чтобы они могли вытолкнуть, что просто производят. Вот здесь находится пыш. А вот на пыш уже ставится заряд либо пулевой, либо дробовой. И вот он как раз это выталкивает. Порох уже зажигает, то есть как бы получается огонь плюс газы. И вот они по огромной скорости выталкивают с помощью пыжа, выталкивают заряд. И вот таким образом. А у дроби какой минус основной? Минус... Когда кушаете дичь? Нет, ну это разные функции, совершенно верно. Я думал, что это черный перец. Ну, да, отвечать, что дробь хорошо, что не не так разбились. страшно. В российской части делалось из лыка. Лык это кора липы. А у нас здесь делалось из бересты. То есть из бересты делалось. То есть, и вот у нее какая особенность. То есть брались полосочки, бросалась в котел с горячей водой, она сворачивается плотно. И вот из этих полосочек делались поплавочки. А ладушек. Оладушки, да. А также сейчас свинец используется, допустим, грузило для... Вот, пожалуйста, кому интересно. О, молодец какая. Только где-то тут. Как девочку зовут? Девочку зовут Аня. Аня, смотри. То есть взяла уголочек вот так, чтобы тебе было вот так, и вот так вот. То есть поняла, угол не так априори, а вот параллельно, потому что видишь такая большая, да? Держи, вперед. Да. Короче, более современные, они уже, но не разные, бывает, не знаю, килограмм, может 50 даже есть такие, что, да, о, видишь, какая молодец. Красота Крутизна. Подготавливают это, занимаются кузнецы. Продукция завода «Прогресс», то, что выпускалось. Вот это, да? Да, цехам. Какой цех, что выпускал? Ну, надо посмотреть, я рад был. Инициаторы, замки делали. Замки я сам делал на практике. Сверлил. Просто у нас в институте этого не было, а так бы, да. Вот даже Да, посуда была, то есть есть кружки, чашки, капелька, ложки. которая не жива. То есть нету нервных окончаний. Вот сразу Каждого начинает дома. часть ставится, Кружечка хотя бы пробивается, такая после находилась. конденсата, появляется йод. Чайничек. Вот это вот шипы. И то есть Так, лошадка тарелка уже может... 931, ну это, я уже не думаю, покалечится. просто Не водная, да? покалечит- Не покалечит сама, не покалечит всадника. Может выполнять боевые задачи. Кстати, в Красной Армии было гигантское количество лошадей. И была И что, целая из стекла генерация. тоже У меня делали? отец, Нет, целый это кубки, военный это военный тут военный было То есть он очень закончил развито школу, старше, лыжное, это а второй самое, пошел лейтенантом. как бы, Была целая- все лыжами занимались. Хоккей, А это я еще умудрился... А, ну вот она. она. Футбол тоже, видишь? да, это вот надо как кубок этот. Ну, Ну, 79 этот. Вот хоккейная команда тоже большая. Но я думаю, старая обычная тоже. Кстати, вот это работа кузнеца. Вот как раз вот, думаю, да, Золотая там, шайба. То есть, представьте, вот это была просто прямая... Совет прямая клуба. баланчика. Вот кузнец берет, раскаляет до ничего себе. белизны, достает щипцами, вот это дело все выправляет, дает форму, пробивает, Конечно. коридор, понимаете, то есть какой-то- Москвы, это ручная работа, 1580-е. это не станковка. То есть вот это. А это все на нашем помощи. На Озеров приезжал, он подарил такого медведя. Николай Николай Озеру, комментатору. Подарили вы такого Да, медведя? да. Он приезжал сюда. Да. Где-то Ну, были на там первый снимки. период ставили. Вот. Пожалуйста, не жалейте друг друга. Он в 80-х годах приезжал. Ну, так вы могли бы развивать, да, дальше завод-то. Да. Вот эта плитка, так называемая класска, наверное, использовалась в подъезде, в душевых. А, да, мелко-то это, да. Напольная да, плитка. Да, да, да. Ну, тут уже рисунок, а там не было. Это даже, по-моему, наклейки сделаны, и обжиг потом сделан. А такая просто белая была. Тоже выпуск прекращен. Все, разводили, оборудование продали. Ну, кто понял? Ну, к сожалению, не сложилось. То есть, да, произошла эта революция. И, да, практически тоже. Короче, у нас на водном стоятся какие-то странные вещи. У нас водоохранная зона, люди добывают торф, и роют. То есть, чего быть не должно, а у нас это делается. Кто-то там копает. Там образовался котлован 20 на 100 метров находится. И вот я к этому котловану поехал. И вот из кучи собирал камушки для колодца. Чтобы колодец, хочу почистить колодец, а туда вместо грязи набросать камушки.
Да, разный ракурс. То есть, видите, она, трещинки все. И это чем особенно, она более тяжелая, чем кость обычно. То есть она уже да. минерализована, черная, похожа. Но вот я как раз посмотрел, что что-то знакомое. То, что в институте я такое изучал. Друзьям послал, мне сказали, что похоже на кость лошадки доисторической. То есть она была размером с зебру. По-моему, лошадь Стентона. Такое название звучало. Может быть другое, то есть надо показать специалистам. Вот где-то примерно здесь. Вот, то есть от скважины сидра метров 300. Вот где-то вот здесь вот найдено. Вот это кость, да? Да, вот здесь вот. То есть прямо на территории водного. И как мне сказали, что где одна косточка, значит там да, лежит и другая лошадка, и вся лошадка. Был здесь, проезжал такой этнограф Сидоров, тоже. Вот у нас вот в Ухте 3 Сидорова запомнились. Начальник экспедиции первый был Сидоров, промышленник, золотоискатель Сидоров. И вот был тоже этнограф Сидоров. Он у жителей Переволока приобрел бляшку. Есть такой называемый пермский звериный стиль. И вот она хранится в Национальном музее Коми. Там такая бронзовая хищная птица, личина на ней тоже. И вот, короче, вот эта бляшка поступила прообразом для создания герба Коми. Так что мы можем гордиться, что наша Ухта к гербу Коми имеет такое некоторое косвенное отношение. Вот такая бронзовая. То есть она, ее не нашли, ее, грубо говоря, купил, выменил. То есть у жителя Коми, у Рочева эта бляшка была, а этот этнограф у нее купил. Как она появилась у Рочева, неизвестно. Но факт то, что взята она с Переволока. Хранится сейчас, она живая в Стывкаре, в Национальном музее Коми. И вот когда в 90-е, нулевые годы, когда создавался герб Коми, вот ее взяли за основу. Вы здесь записывались? Где тут Все. Репетиция, и в 4 часа начнем. Через час. Дискотеки проводились. Ставили машину. Да? Там даже вышли музыкальная школа. Нет, уникальные, да, вообще очень уникальные. Да, тяжелая атлетика. Слушайте, уже потемнело. Сейчас день выставлен. Я поэтому говорю,